Доброе утро. Каждый день, теперь день ото дня становится все светлее и светлее. По утрам все теплее. Днем солнце светит ярче, а скоро лето. Лето это более яркое солнце. Пляж. Кстати, о пляже сегодня говорит экстренный человек, который открыл в этом году пляжный сезон. Это случилось в минувшее воскресенье на празднике проводов зимы Тихоненко Иван Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Иванович, вы морж? Ну, в принципе, да, конечно. Вот. А чего вы полезли в прорубь в воскресенье? Ну, дело в том, что я знал, что, значит, будет праздник, узнал я, значит, из газет, там, значит, по радио говорили. И я, естественно, пришел, как и все, на праздник. Купаться я, естественно, не собирался, потому что, думаю, раз там будут моржи, раз там, значит, будет какой-то клуб. Детка, да? Есть такой клуб. Ага. Думаю, ну, просто пойду посмотрю и все. И когда увидел, что все спускаются, значит, туда вниз к проруби, ну, естественно, пошел и я. Интересно же посмотреть, если все закаляются, ну, почему бы не посмотреть. И когда я подходил туда к проруби, там уже было телевидение, там еще люди с кинокамерами были, но моржей не было. И навстречу мне идет одна женщина, значит, такая недовольная, и с таким, значит, недовольством говорит как бы сама себе: так и знала, что будут дурачить народ, да не вообще здесь никого не будет. И тащит за собой двух маленьких детей. А один, значит, говорит: мама, ну может быть дяди сейчас придут, будут купаться. Она: да никого здесь не будет, дурачат народ, да и все. Ну, я подошел к проруби и думаю, ну неужели такое может быть, если организаторы, значит, везде объявили, в газете написали, организаторы решили сделать, значит, ну, показ купания, и вдруг никого не будет. Думаю, такого не может быть. Значит, или какая-то загвоздка, или еще что-то случилось. Ну, не может быть такого, чтобы никто не пришел. Или, допустим, в Якутске нет ни одного человека, который не может купаться в проруби. Такого нет. Во всех городах есть такое. Ну вот. Ну, я просто стал вместе со всеми, стою, жду. Стоим там 5 минут, 10, 20, никого нету, народ, значит, начинает шуметь, как так, где моржи, все говорят, сейчас подъедут, а их нету. Ну, так как я уже этим делом занимаюсь где-то с 88 года, и для меня, в принципе, ничего здесь такого экстравагантного не было. Ну что, ну, разделся, нырнул и все. Почему? Потому что я себя уже к этому готовил, я себя закаливал. Я имею в виду не именно к этому празднику, а вообще. Значит, если, допустим,
если день какой-то у меня неудачный бывает, значит, я вот занимаюсь снабжением, там, если, допустим, неудачный какой-то день бывает, и как-то вечером снять стресс, значит, раньше я выпивкой занимался, значит, там, выпил маленько, а то иногда стакан, да и два, и тем самым снимал себе стресс. Но потом я заметил, что чем больше ты выпиваешь, тем хуже становится тебе, но уже чуть позже. Я имею в виду после выпивки. Да, да, конечно. А после этого, я подумал, я прочитал в одной книге, что стресс можно, в принципе, снимать и по-другому. И теперь, когда вечером приходишь домой, у тебя плохое настроение, ну, наливаешь в ванну холодной воды, залазишь на 2 минуты. Я раньше на 4 залазил, но холодновато. На 2 минуты полежал, затем спокойно выходишь, там присел, отжался, все. И с тебя этот стресс просто-напросто спадает. Но то же самое здесь получилось. Думаю, раз весна, раз я тренировался, раз я бегал. Кстати, за 2 месяца я сбросил 7800 вес. Да, 7800. Но я специально мало ел, больше давал физической нагрузки, купался и тем самым, значит, сбросил вес. Ну, тут ситуация сложилась такая, никого нету, все приехали, маржей нет. Ну, думаю, а что мне не скупаться? Ну, взял, разделся, нырнул, поплавал. И, значит, надо было, тут в чем моя ошибка? Надо было мне не выходить на лед. То есть после купания надо было мне или сразу одеваться, или, значит, или постоянно быть в воде. А я взял, значит, нырнул, потом вышел, походил, потом опять нырнул, потом опять вышел на лед, и у меня начали ноги подмерзать от того, что, значит, лед холодный, был ветер. Надо было просто в воде лежать, и все было нормально, потому что в воде было теплее. Ну вот я скупался там, что я сделал? Отжался, ну, люди похлопали. Ну, я спокойно оделся, правда, со мной ни полотенца не было, значит, ни одежды, чтобы сменить. И что интересно, после этого, значит, догоняет меня одна женщина и говорит: а сколько же вам заплатили? Я говорю: да с чего вы взяли, что, значит, мне заплатили? Она и так с хитрецой на меня смотрит, мол, не надо рассказывать, что, мол, вам все равно заплатили. Я говорю: женщина, я говорю, вы глубоко ошибаетесь. Я говорю: никто мне ничего не платил. А что же вы тогда ныряли? Я говорю: да ну просто нырнул, да и все. То есть люди не верят, что вот вдруг может такое случиться. Ну, что я хочу сказать, что вот этот клуб, говорят, что есть такой клуб «Детка», я его, правда, не знаю. Говорят, что он потом подъехал, там был стенд, я его не видел, купались, значит, маленькие дети, значит, одна, говорят, бабулька тоже купалась, мужчина купался. То есть клуб, он сам по себе есть. И просто, по всей видимости, я насколько понял, что организаторы, ну, произошла какая-то несостыковка. Или машина не пришла, или там она обломалась, или сказали поехать по одному адресу. То есть все равно, значит, эти приехали. Единственный недостаток был, конечно, на этом празднике, что был ветер. Не было бы ветра, была бы тихая погода. Я думаю, что там бы желающих было, конечно, скупаться побольше. Иван Иванович, ну, людей, занимающихся подобными делами, как-то вот относят к категории таких, ну, не совсем нормальных. Да. Над вами вот не смеются? Вы знаете, дело в том, что, ну как, было бы мне лет, наверное, 17 или 18, и надо мной бы смеялись. Ну, тогда другое дело, я бы, может быть, это переносил иначе. Сейчас, конечно, на эти моменты, на эти, значит, насмешки я просто уже по-другому смотрю, потому что я на себе уже все это испытал. Я знаю, что я однажды сбросил вес, у меня было 90 килограмм, а я сбросил до 71. Так я хочу сказать, что это была какая-то эйфория. Эйфория была такая, организма. То есть я не чувствовал в себе ни сердца, ни почек. То есть это вот только в результате того, что вы по 2 минуты лишали воды, да? Нет. Это было в результате того, что я тренировался, что я бегал. Я одно время занимался марафоном, бегал марафон. И вот когда я бегал марафон, естественно, я тоже холодной водой обмывался. Это я не хочу этого, это самое. Но основное я, конечно, делал физическую нагрузку. И, естественно, в тот момент я испытал это счастье, я имею в виду, вот этой легкости организма. Конечно, что теперь, если кто-то там будет надо мной смеяться, да я на это просто не обращаю внимания, и все.
Потому что я же знаю, что не я один. Есть, допустим, руководители высокого ранга, которые тоже занимаются бегом, которые тоже обливаются холодной водой, которые тоже держат себя в форме, хотя в возрасте.